смотрите «Главное утро республики». Новая неделя, новый день. Начинаем его и их только с хорошим настроением. Доброе утро всем, кто его встречает вместе с нами. Дежурные этой недели Катерина Винокурова, Иван Луцкан. Сегодня, 17 февраля, в понедельник, рады дарить, надеюсь, вам хорошее настроение. День спонтанного проявления доброты отмечается ежегодно в этот день по всему миру. 17 февраля. И главная его цель – стараться быть добрым ко всем. Причем не просто добрым, а добрым безгранично и бескорыстно. В России этот праздник пока еще мало известен, хотя ряд компаний организуют к данному дню различные благотворительные мероприятия. Очень надеемся, что с каждым годом праздник обретет свои масштабы. Движение студенческих отрядов – это неотъемлемая часть истории нашей страны. Уже многие количество десятков лет они вместе с нами, они участвовали в стройках очень важных объектов на территории страны. И по указу президента нашей страны Владимира Владимировича Путина 17 февраля с 2015 года объявлен праздником, Днем российских студенческих отрядов. Мы поздравляем всех, кто причастен к этому празднику, а таких огромное количество бывших студентов, а ныне людей, которые работают в различных сферах нашей жизни. Поэтому с праздником желаю вам всего самого отличного. Кстати, сегодня представители студенческих отрядов появятся и в нашей студии. В календаре народном наступает Никола Студеный. Студеным Николу прозвали не случайно. Редкий год на Руси в этот день не было морозов. По этому поводу остались поговорки. Следующие. Студеный день, снова шубу надень. Ну или на студеного Николу снега навалит гору. Вот со снегом угадали. Снег сегодня в Якутске был. Да, и очень хороший снег, по-моему. Одеваться ли нам сегодня теплее и выпадет ли еще немереное количество осадков, узнаем скоро. Прогноз погоды на нашем канале. По данным Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сегодня в центральных Улусах в 6 часов утра температура воздуха составила минус 15, минус 26 градусов. Днем ожидается до минус 11, минус 23 градусов. В Заречных минус 19, минус 28 утром. Днем минус 12, минус 23 градуса. В южных Улусах минус 14, минус 22 утром. Днем минус 11, минус 12 градусов. В Вилюйских минус 17, минус 20 утром. Днем минус 13, минус 17 градусов. А в Нижнеленских минус 23, минус 25 утром. Днем минус 20, минус 22 градуса. В западных Улусах минус 12, минус 18 утром, днем минус 10, минус 15. В Колымайди-Гирских минус 25, минус 33 утром, днем ожидается до минус 23, минус 29 градусов. В Янских минус 20, минус 25 утром, а днем минус 17, минус 22 градуса. На северо-западе минус 16, минус 19 утром, днем минус 13, минус 20 градусов. В 6 часов утра температура воздуха в городе Якутске составила минус 27 градусов. Атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба. Ветер северо-западный ожидается днем 2,5 метров в секунду. Днем в городе Якутске температура воздуха составит минус 27, минус 29 градусов. Отличная погода на начало этого дня, 27 градусов. Опять же, забегая вперед, посмотрел немного предстоящий прогноз. Ну, вроде бы как в Якутске ожидается вполне комфортная погода. Я думаю, что настроение будет соответствующее. Да, мы хотим напомнить, что наш WhatsApp номер работает. Абонент МТС 279-2262. Ждем ваши сообщения, поздравления, вопросы нашим гостям. И первые гости сегодня у нас... Это судебный пристав-исполнитель Якутского городского отдела судебных приставов Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха-Якутия Алена Николаевна Васильева. Доброе утро. Доброе утро. Поговорим мы в целом о вашей работе и о том, как сейчас обстоят дела с задолженностями по кредитным платежам. Ну,
Первый же вопрос, который вот в голову приходит, это вообще чем занимается судебный пристав-исполнитель? Но судебный пристав это государственный служащий, который согласно федерального закона о судебных приставах занимается обеспечением установленного порядка деятельности судов, также исполняет исполнительные документы. Вот что за исполнительные документы? Что это такое? Ну, мы в первую очередь занимаемся исполнением взыскания задолженности по алиментам, по возмещению вреда здоровью, также по потере кормильца. Взыскиваем задолженность в бюджет, не в бюджет, а также иные платежи, иные задолженности. А вот растет ли количество этих документов за последнее время? За последнее время задолженность по кредитным платежам по статистике за 2019 год увеличилась на 34% по сравнению с предыдущими годами. А с чем это связано? Ну, это в большей степени мы связываем с юридической грамотностью населения, то есть народ у нас сейчас более подкован, общество. В связи с этим такой рост мы отмечаем. А взыскиваются задолженности именно вот в каких-то конкретных примерах, когда сумма достигает конкретно какой-то суммы? Или нет? Или, может, даже 1 копейку будете взыскивать? Но как такового нету, то есть если сумма обычно прописывается в исполнительном документе, мы взыскиваем ту сумму, которая там указана. Там нет ограничений, получается, по сумме. Нет определенной там, то есть... А от чего тогда зависит, если придет исполнительный лист? Вот как он к вам приходит вообще? И в какой срок, допустим, может быть? Ну, исполнительный документ к нам приходит из суда, в основном по кредитным платежам это суда, и там поступает к нам на исполнение, судебный пристав его исполняет уже после поступления в течение 3 рабочих дней. 3-4 рабочих дня надо, да, на исполнение получается? Нет, 3 рабочих дня для возбуждения исполнительного производства. Срок исполнения является 2 месяца, но это срок непресекательный. То есть если в течение 2-месячного срока мы не находим должника, уже применяются другие иные меры принудительного исполнения. А вот какие меры бывают? Чего боятся должника? Ну, классическими мерами является это арест имущества, направление на заработную плату. По истечении 2-месячного срока мы уже начинаем применять остальные меры, это как ограничение выезда должников и также арест имущества. Подаем в розыск, если не устанавливаем местонахождение должника. А уголовная ответственность может наступить? Да, уголовная ответственность наступает по 177 статье Уголовного кодекса. Получается так, в прошлом году нами было возбуждено 2 уголовных дела. То есть судебные приставы могут возбуждать уголовное? Да, уголовные дела также можем возбудить. А если должнику нечем оплачивать и нечего арестовывать? Есть такие случаи? Ну, мы проверяем сначала все имущество проверяем должника, если как такового не находится. Конечно, бывают такие случаи, да, но если мы его вообще не устанавливаем, то исполнительное производство оканчивается 46-й статьей, то есть возвращением исполнительного документа взыскателю, но это не является не является тем, что ваш долг. Можно не платить. Да, не платить, да. То есть у взыскателя есть право повторного предъявления данного документа по истечению определенного срока, который указан в федеральном законе. То есть люди иногда ошибочно считают, что им прощают долги, но это не так. Они неправильно понимают, закон. А имеют право списывать долги со всех... счетов, получается. Со всех доплат каких-то дополнительных. Нет, но в федеральном законе есть ограничения, на какие счета, то есть денежные средства, поступившие на данный счет, мы не можем обращать взыскание. Это все прописано в законе, а так мы обращаем взыскание сначала на все счета, которые имеются у должника, и в ходе этого проверяем, какие денежные средства были перечислены на данный счет.
А взыскивается сразу полностью вся сумма или как-то, если, допустим, заработной платы, это 50%, насколько я знаю, да, ежемесячно? Да, с заработной платы мы удерживаем 50% с доходов должника. А с пенсий то же С самое? пенсии, да, тоже 50%. Вот если мы берем кредитные обязательства, да, чаще всего там возникают такие вопросы, связанные с поручителями. То есть, допустим, есть основной заемщик, вот он взял кредит, а я вот по доброте душевной, по-дружески, да, решил стать его поручителем и подписался. И тут ко мне приходят судебные приставы. Да, то есть с этим нужно быть очень аккуратно, когда вы подписываете в банке кредитный договор, есть заемщик, созаемщики, поручители, да, то есть только вот в момент подписания данного договора вы являетесь таковыми. После поступления к нам на исполнение исполнительного листа таких уже нет. Все наравне становятся должниками. То есть федеральный закон не делает таких разграничений, как созаемщик, либо там поручитель. То есть все становятся одинаковыми должниками. И этот долг они начинают гасить солидарно, то есть получается наравне с должником. То есть если у заемщика нет денег, то, соответственно, автоматом списывается с поручителя, а потом уже сами договариваетесь между собой, кто кому что должен. Да, Правильно? все верно. А где можно ознакомиться, в первую очередь, вот со своей задолженностью? Иногда бывает, что где-то там 2 копейки забыл заплатить, да, и тебе потом приходит судебный пристав и начинает, соответственно, возбуждать исполнительное производство и так далее. Да, можете посмотреть на сайте судебных приставов. Там в свободном доступе работает сайт. Вводите фамилию, имя, отчество, дату рождения и можете отследить свои производства. Также сейчас у нас поступают уведомления на госуслуги, то есть если вы являетесь зарегистрированным на сайте госуслуг, вам автоматически приходит уведомление о данной задолженности, то есть и через сайт госуслуг вы можете так самостоятельно уже оплатить. Там можно проследить совершенно абсолютно все свои штрафы, да, начиная от нарушения там правил дорожного движения, да, Да, заканчивая какими-то масштабными. да. А можно ли как-то уменьшить свои долги? Или это только надо отрабатывать с тем, кто обратил на тебя взыскание? То С есть банком или с вами? Да, если ежемесячно снимают половину заработной платы, могу ли я как-то уменьшить эту сумму? То есть мы судебные пристава не уменьшаем долги, как бы не списываем. Это напрямую должник сам должен обратиться либо к взыскателю, Через банки, да? Ну, в нашем случае это банки, они составляют там уже свой график какой-то, да, и также взыскатель имеет право отзыва там, данного исполнительного документа. Если они, например, составляют график платежей, то исполнительный лист в основном бывает отозван от нас. А при какой сумме наступает вот, ответственность по ограничению выезда? То есть сколько я должен быть? Ну, ограничение выезда по данной категории дел наступает с 30 тысяч. Но если вот в течение 2-месячного срока не исполняется данное решение суда, то от 10 тысяч. Ограничение выносит судебный пристав сроком на 6 месяцев. Если в данный срок как бы мера не дала таких результатов, то судебный пристав имеет право повторно вынести по истечении 6-месячного срока. А если я выезжаю, допустим, как правило, за границу, да, не допускают гражданина, если у него имеются долги. Если же я приезжаю в аэропорт, и тут вдруг обнаруживается, что у меня задолженность там какая-то сумма, да, могу ли я как-то на месте оплатить или уже... Да, получается, перед вылетом необходимо заблаговременно уже позаботиться об этом, то есть чтобы не было, как сказать, таких форс-мажорных ситуаций. Получается, когда выносит пристав постановление, то это взаимодействует с другими структурами, то есть с пограничным контролем. Это не зависит. То есть я сразу выношу отмену и сразу вас выпустить. Такого не будет. То есть заблаговременно это нужно сделать. То есть сразу на месте оплатить не получится? Оплатить, Или да, только вылететь? ограничения Да. не снимут. То есть это не зависит напрямую только от судебного пристава. То есть это нужно будет взаимодействовать с пограничным контролем, поэтому срок обработки документов тоже имеет свои А заблаговременно это за сколько? Ну, как минимум за 3 дня. За 3 дня. Да.
Это самый минимум. Спасибо большое, Елена Николаевна, что подошли к нам в студию. Резюмируя нашу встречу, следите за своими долгами на сайте судебных приставов. Также не допускайте слишком своих благодетелей и не подписывайте кредитные договора, будучи поручителем, если не доверяете только тому человеку, с кем, как говорится, вы выступаете основными созаемщиками. Вот такой совет можно дать нашим зрителям. Мы продолжаем. Вот уже 15 лет наш сайт усыновите.ру помогает детям обрести новый дом, родителей и веру в будущее. А опекунам и приемным родителям родительское счастье и новых членов семьи. За время работы сайта количество анкет в банке данных детей-сирот сократилось более чем на 100 тысяч детей. А мы познакомим с детишками, которые, возможно, нужна ваша помощь. Знакомьтесь, Артур. Мальчику почти 5 лет. Артур находится в центре недавно. Поворачивай. Артур у нас ребенок с индивидуальными особенностями. Самый маленький член нашей семьи. Да? И он очень подвижный, требует очень много внимания к себе, очень активный. Любит играть, любит играть с лего, с пластилином, смотрит мультики, любит большие красочные книжки. И он ничего не говорит, слабо слышит и реагирует на жесты. Да? Несмотря на диагноз, Артур подвижный ребенок. Он много двигается, так же, как и все дети, любит играть. Обожает лего, собирая разные поделки. Конструированием Артур может заниматься подолгу, проявляя усидчивость и интерес. В связи с диагнозами мальчику сложно выполнять задания, но он все-таки обладает некоторыми навыками, которые немного облегчают его жизнь и позволяют изучать что-то новое. Артуру в связи с проблемами по зрению особенно нравится изучать все предметы на ощупь, а также играть в контактные и звонкие игры. Он не говорит, но когда находится в настроении, то произносит отдельные звуки. Артур трогательный, добрый и ласковый ребенок. Он нуждается в особой заботе, чутком уходе и внимании. И мы надеемся, что для него найдется семья. Доброе утро, мы продолжаем наш эфир. Жизнь и творчество Андрея Андреевича Мыльникова было связано с искусством, а искусство с любовью к своим близким и друзьям, к своему поколению и родной земле. Творческое наследие крупнейшего советского живописца огромно. Работы представлены его во многих музеях России и в частных собраниях. Сегодня в рубрике «Муза и музей» мы познакомимся с картиной Мыльникова «Голубой день». Андрей Андреевич Мыльников, крупнейший советский живописец. Он относится к тем мастерам советского изобразительного искусства, чей расцвет и чье творчество пришло на период послевоенный. Он родился в 1919 году в городе Энгельсе на Волге. И во время войны Великой Отечественной он еще был студентом Академии художеств. Ну и, конечно, ему приходилось тоже работать на обороне. Он был в ополчении. А вот в 1942 году институт эвакуировали в Самарканд. Учебу он закончил в 1946 году. Был учеником Грабаря. Вот оттуда он перенял эти традиции русской реалистической школы. И в нем очень удачно сочеталась и реалистическая школа, и русский символизм. Блестящий мастер
живописец, пейзажист. И в его работах самая главная суть его творчества – это природа и человек. Это такое единение, это гармония. Вот у нас на экспозиции такая вроде небольшая, скромная работа «Голубой день», где он показывает и природу, и человека. Это мирная жизнь, это очень много зелени, вот этой сочной, живой, очень много неба, очень много воздуха. И все его работы, они пронизаны, они такие камерные, очень ажурные, где говорится о радости жизни, вот о добре, о светлом будущем. И он был прекрасным рисовальщиком, поэтому у него очень удачно сочетается и такая графическая точность, и в то же время очень живописная такая мягкость, пластичность. У него было очень много учеников, он преподавал, и поэтому такая суть его была жизненная – это идти в ногу со временем, передавать свои знания своим ученикам и, конечно же, в своем творчестве показывать добро, воспевать природу и воспевать советского человека. Спасибо большое. Катерина вот как раз делает постоянно эту рубрику «Муза-музей» и просвещает нас на темы, связанные с искусством. Очень полезно и интересно. А мы продолжаем. К 100-летию Якутской ССР был объявлен проект под названием «100 лучших общественных инициатив». И были подведены буквально недавно итоги, и финалистом этого года стал проект «Музей истории православия Мегино-Кангаласского улуса». Валерий Григорьевич Дмитриев, общественник и директор этого музея, сегодня у нас в студии. Доброе утро, Доброе Валерий утро. Григорьевич. Здравствуйте. Ну, поздравляем вас Спасибо. с победой, да, вошли в 100 лучших общественных инициатив к 100-летию Я СССР, все верно, да? Да, да. Скажите о своем проекте чуть подробнее. Ну, во-первых, хочу поблагодарить тех людей, которые поддержали наш проект. По итогам 2 конкурсов наш проект имел более 7 тысяч голосов. За что большое спасибо. Но история православия Мегино-Кангаласского улуса появилась случайно. Как-то я шел мимо музея, и вдруг меня осенила мысль, оказывается, нет музея истории православия нашей республики. В многих музеях есть, конечно, очень маленькие такие кусочки, а в целом по республике нет. Вот поэтому я сделал проект, решил, что музей должен быть в первую очередь в улусах нашей республики, а потом должно быть, как говорится, центральный музей. И это самое... Встретился с владыкой Романом, получил его благословение и сделал в Мегино-Кангаласском улусе музей истории православия. Этот музей, в принципе, учитывая, что со временем у нас территория улуса меняется, вот поэтому я взял современные территории и решил, сколько все-таки в Мегино-Кангаласском улусе церквей. Оказалось, их 10 штук. А вторым вопросом стал бы, где его разместить. Ну, сам Бог сказал, что, безусловно, в самом здании самой церкви. Мегино-Богородская церковь через 2-3 года у него исполнится 200 лет. Это в деревянном исполнении церковь, 3-этажная. Я не побоюсь этого слова, что оно единственное в России, сохранившее до наших дней, с росписями, со всеми, это красота там, в принципе. Но, к великому сожалению, последние годы этот музей, точнее, эта церковь был пустым, а где пустота, там, безусловно, и беспорядок появляется. И вот первая задача этого музея была сохранить его для будущего поколения, вот поэтому я решил в этом музее создать музей истории православия данного улуса. А в каком селе находится? Она находится в село Битейдях, это стык между Амгинским и Намским улусом. А раньше она была там, дорога шла. В принципе. А состояние у здания? Состояние здания можно назвать достаточно хорошее, отличное. Для своих лет? Да, для своих лет. 200 лет ни одного здания такого нет.
даже с росписями. А какие вот сейчас экспонаты есть в музее? В музее экспоната есть истории всех 10 церквей стоят. Кроме того, есть экспонаты, собранные от населения. Там иконы деревянные, там и медные, кресты, все то, что атрибуты, все это самое делается, все там есть. Музей работает, в принципе, круглогодично. В принципе, каждый год посещает очень много детей с разных улусов нашей республики, в том числе даже такой уникальный момент был. По старинным дорогам отцов эмитская средняя школа, там Гидский улус, на конях с эмисы приезжали в эту церковь. Когда фотографию видишь, это вообще такая прелестная фотография получилась. А вот в чем основной вклад православия в историю Мегино-Кангаласского улуса? Она, в принципе, не только в Мегино-Кангаласском улусе имеет такую основу. В принципе, православие можно подразумевать это начало образования нашей республики, начало здравоохранения нашей республики и, безусловно, начало даже такое словосочетание можно использовать это самое развитие медицины и сельское хозяйство нашей республики. То есть в основном везде у нас это священники и священнослужители внесли вот такой большой вклад. А вот, Валерий Ильич, сейчас вы над чем работаете? Я знаю, что у вас еще есть ряд проектов. Да, есть ряд проектов. Сейчас мы участвуем в гранте президента Российской Федерации Путина. Работаем над проектом, в принципе, она и независимо от того, что будем мы победителем, не будем победителем, все равно будет реализоваться над созданием духовного центра в село Битейдях. Она соединяет силы Музея истории православия, общеобразовательной школы села Битейдях и Кровеческий музей, там опять же село Битейдях. Все мы это скопим и создадим духовный центр современный, поскольку это требование времени, современный, с учетом интерактивной доски, сенсорных киосков и так далее. Там будем проводить все обучающие средства с учетом того, что духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения основной задачей будет его. Вот. Кроме того, мы планируем нынче летом, уже в принципе начали создавать фильм об Битейдяхской церкви, то есть Мегино-Богородской церкви. Она будет, мы надеемся на вашу поддержку, чтобы она самая, так сказать, будет показана средства массовой информации и через интернет, через ваше это самое. До сих пор, в принципе, опять же, случайно эта мысль появилась, до сих пор у нас вот этого фильма нету. Поэтому тихонько мы собираем, уже интервью снял, я сам снял все это самое дело. Мы в своем проекте, в принципе, проект у меня не один, а несколько. Второй проект, после того, как создал этот музей истории православия Мегино-Богородской церкви, я создал музей истории православия всей республики. Который находится в духовном Да, семинаре. духовном семинаре. Спасибо большое, Валерий Григорьевич, что подошли к нам в это раннее утро. вам Хочется спасибо. пожелать новых интересных проектов, чтобы они все реализовались, потому что действительно они направлены на благое дело. Я думаю, что у вас все получится. Спасибо, Спасибо. удачного дня. Спасибо. Сейчас мы прервемся на короткую паузу и далее продолжим наш эфир. Оставайтесь вместе с нами. Доброе утро. Вот прошла всего 1 минута, мы продолжаем наш эфир. На календаре у нас 17 февраля. Начинаем рабочую неделю вместе с нами. Далее передаем слово своим коллегам из информационной службы, после чего снова с вами увидимся. Оставайтесь с нами. В эфире новости, в студии Анастасия Кобызева. Здравствуйте.
Лобовое столкновение микроавтобуса и КАМАЗа произошло на трассе Вилюй в Якутии. 3 человека пострадали, в том числе 13-летний подросток. Известно, что водитель 1980 года рождения с пассажирами следовал на автомобиле Toyota Hiace в сторону Якутска. По предварительным данным, причиной ДТП стало то, что водитель микроавтобуса, обгоняя автомобиль, выехал на встречную полосу, где и столкнулся с большим грузом. Порядок использования средств материнского капитала изменили в России. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал соответствующее постановление. Теперь в правилах направления средств материнского капитала на улучшение жилищных условий появилась возможность их направления на счет эскроу. Отмечается, что это предусмотрено в целях обеспечения обязательств застройщика перед участниками долевого строительства. Стартовал всероссийский конкурс молодежных проектов «Если бы я был президентом». Его запустили в поддержку инициативы Владимира Путина по внесению изменений в Конституцию России. Финал конкурса состоится с 17 по 19 апреля в Санкт-Петербурге, куда будут приглашены авторы лучших работ для их публичной защиты перед экспертным сообществом. Заявки на участие в первом этапе конкурса принимаются до 12 марта этого года. Вся информация на официальном сайте www.konkurs-президент.ру. Республиканский фестиваль-конкурс патриотической песни «Слава тебе, Родина наша» завершился в Якутске. Заявки на участие подали более 20 коллективов, это около 700 человек. В столицу региона приехали ансамбли из районов и городов республики. Масштабное мероприятие провели в рамках регионального этапа Всероссийского хорового фестиваля, посвященного 75-летию Победы. Конкурс включал 2 манеры исполнения – академическую и народную. Наш хоровой фестиваль приурочен 75-летию Победы, 90-летию основателя Нархинского хора Семена Гавриловича Васильева. И убирает у нас 2 больших конкурса. Это конкурс хорового общества российского и конкурс народного творчества. Победитель этого конкурса один поедет в Хабаровск, второй коллектив должен поехать во Владивосток для участия в дальневосточном этапе данного конкурса. Сегодня сколько коллективов? 25 коллективов. Борец из Якутии Нюргун Скрябин, представляющий Белоруссию на чемпионате Европы в Италии, завоевал серебряную медаль в весовой категории до 65 килограммов. Его соперником в финале турнира стал дагестанский борец Курбан Шираев, которому Нюргун уступил со счетом 0-5. Ранее в полуфинале Скрябин победил спортсмена из Азербайджана Али Рахимадзе со счетом 5-1. В четвертьфинале со счетом 12-1 он одолел другого борца из Дагестана Ислама Мусукаева. Свидетелем этих удивительных баталий. В категории 70. Шел долго. Очень у меня большой, в жизни успех будет. У меня первая медаль с Европы. Поэтому так, спасибо большое. К этой минуте у меня пока вся информация. Оставайтесь на нашем телеканале. Впереди еще много актуальной информации. Доброе утро. Мы продолжаем наш эфир. Спасибо коллегам за оперативные новости. А вот еще поделимся еще одной новостью. В рамках национального проекта «Демография» продолжается обучение пенсионеров и предпенсионеров дополнительным видам образования. Сегодня у нас в студии гости из колледжа связи и энергетики имени Дудкина Иванов Дмитрий Петрович, начальник отдела информационных технологий и организационной работы Якутского колледжа связи и энергетики имени Дудкина, и преподавателю этого колледжа Полина Николаевна Лепчикова. Доброе утро. Да, мы сейчас предлагаем посмотреть небольшой сюжет, связанный с нашей темой, и далее продолжить нашу беседу. Якутский колледж связи и энергетики проводятся курсы для предпенсионеров. Нашими участниками являются экономисты, юристы, учителя, люди, связанные с сферой бизнеса. Они учатся создавать сайты для себя, для предприятий, для знакомых.
Они учатся за 4 недели создавать сайты с помощью кода, с помощью конструктора. В конце обучения они сдают демо-экзамен и получают сертификат государственного образца. Я учусь на курсах видеопроизводства. Мы изучаем основы видео, фотографирования, монтажа, съемки. Я учусь для саморазвития, то, что в последующей жизни это будет полезно и нужно. Теперь более подробно мы поговорим уже об этом с гостями. Да, уважаемые гости, по каким компетенциям можно обучиться в колледже? Ну, по 4 компетенциям это у нас видеопроизводство, где учат фотографированию, видеосъемкам, монтажу правильному, да. Веб-дизайн, разработка, это у нас учат делать сайты, веб-сайты. Вместе с тем есть несколько конструкторов, которым можно управлять этими сайтами, да. По компетенции IT-решения для бизнеса на платформе 1С, это у нас учат моделированию по не только бухгалтерии 1С, но и вообще по всей платформе 1С. Это, как известно, большое такое программное обеспечение, по которому можно автоматизировать целое предприятие. И последний у нас разработка мобильных приложений. По этой компетенции у нас наши преподаватели учат делать мобильные приложения. А сколько длятся курсы? Курсы длятся 144 часа. Это в среднем 1 месяц. То по компетенции видеопроизводства в этом году у нас 72 часа. Чуть поменьше по причине того, что осваивать данную компетенцию для старшего поколения сочли нужным, что 72 часа хватает. Это получается каждый день? Это каждый день в течение 2 недель. А что для этого нужно, чтобы к вам поступить? Значит, документ, это нужен паспорт, копия паспорта, соответственно, да. СНИЛС обязательно нужен и копия документа о том, что вы прошли где-то обучение. В этом году у нас, вообще сам проект стартовал в прошлом году. Мы в прошлом году обучили более 50 человек. В этом году мы стартанули чуть пораньше, потому что по опыту прошлого года этот год решительно изменился в связи с тем, что к концу года вышло постановление правительства о внесении изменений в первое постановление, где вот этот проект сам стартовал, да, демография. Теперь, значит, мы принимаем лиц 50 лет и старше, в том числе предпенсионеров. То есть это, если мы раньше только предпенсионеров обучали, то в этом году мы приступили к людям старшего возраста. Полина Николаевна, вы отвечаете за дисциплину, компетенцию видеопроизводства, по-моему, да? Да. Вот чему вы обучаете непосредственно слушателей, которые к вам приходят? По компетенции видеопроизводства мы обучаем вначале основам фотографирования, потом мы изучаем, преподаем, как видеоролик снять, съемочный процесс. Потом идет монтажный процесс, где мы обучаем монтажу именно видеороликов. И у нас задействованы, кроме меня, молодые преподаватели. Это Татьяна Ильинична Солдатова преподает и Эверстов Александр Владимирович, которая сейчас была фотография, которую показали, да? И они очень хорошо преподают. Люди предпенсионного и пенсионного возраста очень любят, предпочитают вот эти курсы. Даже другие курсы обижаются, что они переходят с других курсов к нам. И с удовольствием они каждый день приходят. Сейчас у нас 72 часа, в течение 2 недель обучаются. Как вы видите, они работают, у каждого свое рабочее место, на маках монтируют. И
Но хотелось бы для руководства, чтобы дальше вот эту компетенцию как-то технически оснащали, чтобы народ тянулся. Ну, люди учатся для саморазвития в основном, и некоторые благодарят, что в дальнейшей работе им это помогает. Они там умеют уже фотографировать, видеоролики. Вот у нас были работники с музея национального. Они очень благодарны были, что мы их обучили. Так что народ к нам идет, и будем надеяться, что до конца этого учебного года мы еще, если в прошлом полгода мы обучили, 3 курса прошли у нас по месяцу, а сейчас, так как 2 всего недели, пройдут побольше народу. А вот когда Ждем. первые курсы начинаются? Сейчас уже идет с февраля. В феврале у нас уже идет курс. Первая группа занимается, а вторая уже подойдет где-то 26 февраля. То есть вот надо успевать записаться на 26-е, да? Да, на вторую группу уже всё записаны. Можно на 3-ю, 4-ю, 5-ю успеть. 6-ю и так далее. Да. А Так что правильно, пусть успевают. А видео, можно ли сказать, что видеопроизводство – это одна из наиболее популярных компетенций? Да, но в нашем учебном заведении одна из наиболее популярных, в котором больше народу приходит, и даже с нашего колледжа много преподавателей обучаются и прямо желают пройти эти курсы. Спасибо большое, что подошли к нам в студию. Хочется напомнить, что Якутский колледж связи и энергетики имени Дудкина как раз обучает по 4 компетенциям. Это разработка мобильных приложений, веб-дизайн и разработка, IT-решения для бизнеса на платформе 1С предприятия и видеопроизводство. Поэтому все, кто заинтересовался, обращайтесь непосредственно в колледж связи. И если вам 49, вы предпенсионного возраста, и уже теперь с этого года и 50 и старше, можете получить дополнительное образование. Полина Николаевна, Дмитрий Петрович, огромное вам спасибо за участие в нашей программе. Удачного Спасибо, дня. что Прервемся на пригласили. короткую паузу. Доброе утро. Мы продолжаем наш эфир. 17 февраля, понедельник. Начинаем новую рабочую неделю вместе с нами. А далее слушаем свежий прогноз погоды на день сегодняшний. Итак, сегодня в центральных Улусах в 6 часов утра температура воздуха составила минус 15, минус 26 градусов. Днем ожидается до минус 11, минус 23 градусов. В Заречных минус 19, минус 28. Утром, днем минус 12, минус 23 градуса. В Южных минус 14, минус 22 утром, днем до минус 11, минус 12 градусов. В Вилюйских минус 17, минус 20 утром, днем минус 13, минус 17 градусов. В Нижнеленских минус 23, минус 25 утром, днем минус 20, минус 22 градуса. В Западных минус 12, минус 18 утром, днем ожидается до минус 10, минус 15 градусов. В Колымо-Индигирских минус 25, минус 33 утром, днем минус 23, минус 29 градусов. В Янских минус 20, минус 25 утром, а днем ожидается до минус 17, минус 22 градусов. На северо-западе минус 16, минус 19 утром, днем минус 13, минус 20. В 6 часов утра температура воздуха в городе Якутске составила минус 27 градусов. Атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба. Ветер северо-западный 2,5 метров в секунду. Днем в городе Якутске ожидается до минус 27, минус 29 градусов. Спасибо, Катя, за прогноз погоды. Я уже успел переодеться. Это к нашим гостям следующим уже подготовился. Немножко рано переоделся. Нет, ну, на самом деле все в тему, потому что вакансии связаны как раз с работой. И я уже в робе.
Пожалуйста. Итак, какие вакансии на день сегодняшний предлагает Центр занятости населения города Якутска? Внимание на экран. Специалист требуется по закупкам. Для этого профильное образование, опыт работы в закупках обязательно, медосмотр строго, без вредных привычек. Зарплата от 33 800 рублей. Требуется повар-пекарь, столовое, профильное образование, опыт работы в общепите, медосмотр тоже без вредных привычек. Зарплата от 32 000 рублей. Требуется водитель санитарного автотранспорта, удостоверение соответствующей категории, свидетельство опыта работы не менее 3 лет без вредных привычек. Зарплата от 30 000 рублей. Если вас заинтересовали эти вакансии, и не только, обращайтесь в Центр занятости населения города Якутска и в их фронт-офисы. Спасибо, Иван Петрович. Мы продолжаем. Как мы уже говорили, день 17 февраля, начиная с 2016 года, стал официальным праздником российских студенческих отрядов. Произошло это после подписания 21 февраля 2015 года соответствующего указа президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Минуло почти 60 лет с того далекого 59-го, когда первые отряды советских студентов-добровольцев отправились на освоение целинных земель в Казахстан. Через это общественное явление прошло не одно поколение советских граждан. Студенческое движение стало в определенном смысле одной из визитных карточек молодежного движения в Советском Союзе. За период своего существования и развития студенческие отряды внесли неоценимый вклад в достижение экономики СССР. А особенно тогда, когда речь шла о реализации масштабных строительных проектов, которые чаще всего были связаны с развитием удаленных, труднодоступных территорий страны и где всегда требовались дополнительные трудовые резервы. На сегодняшний день российские студенческие отряды – это крупнейшая молодежная общественная организация в нашей стране. Она обладает четкой организационной структурой во главе с центральным штабом. Деятельность организации, как и в период Советского Союза, регламентируется нормативными документами, выработан комплекс льгот для участников движения, а в организации есть своя утвержденная атрибутика и символика. Есть чем гордиться, ведь объекты Олимпиады в Сочи, саммита АТЭС-2012 в Владивостоке, участие в строительстве космодрома Восточный, объектах Росатома и у нас в Якутии на огромном количестве строек и многое-многое другое. Это то, что сделано в том числе и руками студенческих отрядов. Мы поздравляем с праздником. Я вот тоже имею отношение, да, вот такое скромное. Вот имена ребята подарили, да. Спасибо им. И они сегодня у нас в студии. Это Виктор Климовский, руководитель направления студенческих строительных отрядов. Студенческих отрядов, он командир штаба студенческих отрядов СВФУ. И Бурнашова Надежда, студентка 4-го курса медицинского института. Она командир студенческого медицинского отряда «Максимум» имени Лариона. Вот у нее такая замечательная бойцовка белого цвета. Я так понимаю, что это что-то новое, да, Виктор? Да, доброе утро. У нас это направление, можно сказать, новое в нашем регионе, даже в университете. Это бойцовка специально предназначена для медицинских отрядов. Бойцов, которые будут предоставиться летом в больницы, в другие регионы, также в регионах нашей больницы. Ну, давайте сразу, что такое День РСО для вас? День РСО – это когда все наши старые друзья, наши коллеги, с которыми мы работали вот в течение этих 16 лет уже, в нашей современной истории исполняется именно в этот день 16 лет, когда мы празднуем, чествуем их и, конечно же, наших ветеранов, которые возрождали наше движение, которые в 1959 году ребята работали даже в советское время. А как проходит этот день? Да, получается, до 17 февраля у нас проходит некая декада в течение недели, в которой мы заключаем соглашения с разными учебными подразделениями, учебными заведениями, с предприятиями, а также с нашими министерствами и подведомственными их организациями. И сегодня вот... Сегодня у нас, получается, будет торжественное открытие такого закрытия 17 февраля нашей декады. А также вот для ребят у нас проходило ежегодно такие конкурсы, мероприятия, спартакиады и интеллектуальные игры. Какие планы на этот год? Планы у нас на этот год большие, можно так сказать.
В этом году у нас идет упор больше на охват направлений. Вы как видите, у нас Надежда сидит красивые бойцовки уже. В этом году мы обучили, в прошлом году обучили вот в ноябре ребят по медицинскому направлению. Ребят сейчас готовим на базе ТТНБ, Транспортно-технического института, техникума в Южных Бестях, по отрядам проводников, которые будут работать на железных дорогах по перевозке пассажиров нашей ветке по Алдан-Меринге. Ну, уже Нижний Бестях. Надежда, да, чем занимаются медицинские отряды? Медицинские отряды – это уже развивающее направление в студенческих отрядах, то есть мы занимаемся летом трудоустраиваем студентов медицинского вуза именно только, то есть это студенты, которые имеют корочку медицинской сестры, медбрата, санитара, а также можно фельдшера, акушера. И отправляем, в этом году собираемся отправить в районы нашего региона. В России также у нас есть всероссийские проекты, как всероссийские стройки, и в этом году также собираемся отправить наших ребят на всероссийские стройки, проекты как коллеги в Архангельске, Орленок в океане, и Академия в Новосибирской области. А где ты сама уже успела побывать? Я начинала работать с 2017 года, то есть начала со строительных отрядов, и сейчас перешла на медицинские, потому что я сама учусь на медицинском и решила попробовать себе новое направление. В прошлом году училась на Всероссийской школе медицинских отрядов и выбрала себе такой путь, но когда получу корочку свою, собираюсь отправиться на всероссийский проект. Ну, не можем не спросить про значки, вот эти многочисленные, каждый что-то значит. Да, это у меня целинки, то есть сколько лет я в российских студенческих работала, а здесь у меня мероприятия, то есть на каких всероссийских мероприятиях или же окружных мероприятиях я участвовала. Мне жалко на мою смотреть, просто вообще нигде не участвовал, судя по отсутствию значков, да? Раз, два, три есть. А также здесь уже подаренные значки от наших коллег, друзей из других регионов. Ага. У нас такая традиция, когда ты приходишь на всероссийские мероприятия, ты обязательно обмениваешься значками, такими флажочками, может, такими эмблемами своего отряда и так далее. А вот интересно, какие еще традиции существуют? Я речевки знаю. У нас, да, очень известные, можно сказать, распространенные это речевки наши студенческих отрядов, связанные с юбилейными какими-то датами, связанные с нашим движением по направлениям. Также у нас по традиции, если мы уткнемся в советское время, то это закапывание зеленого змеи у нас есть, это у нас ежедневные зарядки, плюс еще поднятие флага. А вот какие-то есть, может быть, сейчас наметки на участие в российских проектах, которые точно уже студенческие отряды Якутии поедут? Ага. У нас сейчас, получается, как Надежда рассказала, у нас Академия, новый проект, который по дальнему в Сибири реализуется. Это новосибирские ребята будут работать в больницах. Точно уже мы направили такое предложение, чтобы наших 10 ребят уже и трудоустроили в летний период. Да, также, не будем скрывать то, что там есть конкурсы, которые надо пройти. Ребята из других регионов тоже собираются туда ехать. Да, там есть определенная квота, в которую мы должны войти в ходе такого отбора, можно сказать. А что такое снежный десант? Снежный десант у нас начал в современной истории реализовываться недавно, да, но свои истоки он берет уже советских времен, с 80-х годов. В нашем университете у нас есть свой отдельный снежный десант «Иркель», да, который действует уже более, можно сказать, 50 лет. Ему недавно исполнилось. У нас снежный десант РСО реализуется с 2017 года, в рамках которого мы выезжаем в населенные пункты нашей республики, помогаем местному населению, ветеранам, плюс еще социально важным объектам. Мы убираем от снега, получается, их благоустраиваем. Плюс еще в этом году в рамках Года патриотизма мы планируем провести десант Победы. Да, это такой комплексный, очень большой выезд в течение 3 недель, который мы будем
выезжать в 3 направлениях. Это Мирный, Ленск и Нерюнгри. Спасибо большое, ребят, что подошли к нам в студию. Хочется Да. еще раз поздравить С вас с этим праздником вас. праздником. Спасибо. Я никогда не скрывал восхищения студенческими отрядами. Хочу пожелать вам удачи, чтобы у вас все получалось, потому что это романтика, дух свободы. Это самые лучшие воспоминания со всех студенческих. Спасибо, отличного времен. дня вам сегодня. Да, далее наш эфир продолжат наши коллеги Петр Кулаковский и Айталина. Константинова. Ну а мы с вами прощаемся до завтра.